Махмуда Али Калиматова у порога Карабулакского музея изобразительных искусств встретили сотрудники учреждения и сами авторы выставки Любовь и Тархан Мальсаговы. Глава региона с большим интересом начал знакомство с произведениями искусства, отражающими богатство ингушской культуры. Это холст, да? Холст, масло, да. Тархана работает. Прикладное искусство. Любовь Султанова выставляется. Это уже мешковина и рисунок наносится гуашь. На выставке были представлены работы, вдохновленные уникальной этнической историей региона, живописные пейзажи гор, величественные башни, а также портреты местных жителей и натюрморты. Каждое произведение не только демонстрировало мастерство художника Тархана Мальсагова, но и подчеркивало глубокую связь с традициями и бытом ингушского народа. Сначала выкраивается, этот формат выкраивается, Натягивается. приклеивается. Приклеивается. На плите. Это как грунтовка получается. Любовь Мальсагова, мастер прикладного искусства, представила зрителям свои уникальные изделия, которые также отражали культурное наследие региона. Их совместные работы отличаются уникальным стилем и глубоким философским смыслом, исследуя темы жизни, природы и человеческих отношений. Махмуд Али Калиматов высоко оценил работы авторов выставки. Такие великолепные картины – это на радость нашим жителям республики. Это показывает, что таланты, они есть. Но я как человек, достаточно образованный, я вижу, и мне это нравится. Если мне это нравится, ну, это значит трогает мою душу, разум. И многие вещи, они же, в принципе, родные наши места здесь показаны. Вот. Очень меня заинтересовало, вот на мешковине я даже Тархана спросил, он говорит, да, вот это же надо, вот техника и само полотно, которое сделано из мешковины. Ну, настолько выразительно, красиво сделано, то есть для меня это тоже оказалось новое. Авторы были тронуты визитом главы Ингушетии и выразили свою благодарность за поддержку местных культурных инициатив. Для меня это очень волнительно. Я считаю, что это большая честь, потому что все-таки, когда вот люди такого масштаба приходят и оценивают ваши работы, это действительно очень большая ответственность, и я очень волнуюсь. Глава региона также посетил главный зал музея, где были представлены работы не только ингушских, но и советских художников. Махмуд Али Калиматов подчеркнул важность поддержки талантливых мастеров и необходимость создания условий для развития искусства в регионе. Он отметил, что такие выставки способствуют укреплению культурных связей и повышению интереса к ингушскому наследию как среди местных жителей, так и за пределами республики. Надо привлекать сюда особенно молодежь, школьников, студентов. У нас есть пушкинская карта. Надо к этому относиться очень серьезно. И второе, вот я спросил, маршрут туристический есть? Есть, говорят. Ну, продумаем еще что-то. Такую красоту должен каждый житель видеть, смотреть на это и впитывать в себе. Это же настолько вот родное. Глава региона на месте сделал заказ у Тархана Мальсагова на создание портрета последнего ингушского ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Мидарова, тем самым сохранив память о герое для любителей искусства. Далее глава направился в Сунжинскую галерею, где в первую очередь обошел стенды с коллекционными предметами, а затем поднялся на выставку картин. Один из отделов был полностью украшен произведениями грузинского художника Вахтанга Дугладзе. Жил во дворе в 1915-2011 годах, прославлен тем, что он академик, по художеству у него образование. Половину своего творчества посвятил родной Грузии. Очень много путешествовал по миру. Половина его творчества посвящена Грузии, половина вот уже по всему миру ездил. Не было места, где бы он не побывал. Здесь же на выставке помимо работ Дугладзе были представлены произведения ингушских художников. Как музей, так и галерея продемонстрировали потенциал местных мастеров сохранения и популяризации уникальной культуры региона. Зелимхан Калоев, Адем Гулоев, Ахмед Пашчиев, Магаз 24.